тобою я му честь, тут отдаем, о Мария. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария. И мы с тобою я му честь, тут отдаем, о Мария. Номер 1. Oto dzień mojego święta, Jezus dać mi siebie chce. Idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Oto dzień mojej radości, Jezus tak ukochał mnie, że mnie ciałem swym ugości, zaproszenie do mnie szle. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Nasze spełnią się marzenia, Jezus ucztę sprawia nam. Za to wielkie wyróżnienie swoje serce dziś Mu dam. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Oto dzień mojego święta, Jezus dać mi siebie chce. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Idziemy do Pana, bo kocha nas. Idziemy do Pana, oddać Mu cześć. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Kwiat swojego życia w darze Mu nieść. Idziemy do Pana dziś wszyscy wraz. Idziemy do Pana, bo kocha nas.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос буде узвеличений у моїм тілі, ці життям, ці смертю. Для мене життя – це Христос, а смерть – це набиток. Розпочинаємо, дорогі брати і сестри, дорогі діти, які обходять свій білий тиждень, святую і мшу, коли костел Маті обходить свято святого Андрея Баболі, святара і мученика. Праз його заступництва будемо випрошувати Пана Бога об моцної віри для кожного з нас, а так само, як кожен християнин, особливо в нашій Білорусі, був добрим християнином, щоб він ушановував Пана Бога, любив Бога усім своїм серцем, а так само, щоб він був мужним визнавцем Єсуса Христа укрижованого. Гэта святая мша канцелебраваная, падчас якой мы будем молиться у наступных інтенціях. Перший святар молится за святой памяти Зофью Дубицкую, другий святар молится за святой памяти Владимира Романенко у 10-ю годовину після його смерті, випрошуючи для наших померлих життя вічного у небі. А тепер станем у правді перед Богом и вызнаем, что мы являемся грешными и слабыми, как мы могли угодно удельничать у этой найсвятейшей ахвяры. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за мяне до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wyżyniach Bogu, A na ziemi spokój ludziom dobrej woli. Chwalić Ciebie, błogosławiajem Ciebie, kłaniajem się Tobie, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже Бойша всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, Тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим
хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты про смерть Твоего миловидного Сына хотел собрать сеяно детей своих. Учини, как мы верно служили Твоей избавенной справе, за якую дал житье святый мученик Андрей Баболя, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и який с Тобой живи во владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Чытанне кнігі дзея апосталаў. У тыя дні, калі Павел прыйшоў у Антыёхію Пісідыўскую, ён прамовіў у сінагозе: «Браты, сыну роды Абрагама, і тыя з вас, хто баіцца Бога, нам послана слова збаўлення гэтага, бо жыхары Іерусаліма і кіраўнікі не пазналі Езуса. І калі асудзілі яго, споўнілі слова прарокаў, што чыталіся кожную суботу, і хоць не знайшлі ніякія прычыны для смерці, прасілі Пілата забіць яго, а калі выканалі ўсе напісанне пра яго, знялі яго з крыжа і паклалі ў магілу. Але Бог уваскрасіў яго з мёртвых. Шмат дзён з'яўляецца ён тым, хто разам з ім прыйшоў у Галілею і Іерусалім, які цяпер з'яўляецца яго сведкам перад народам. І мы абвяшчаем вам добрую навіну, што абяцанне, дадзена айцом нашым, Бог выканаў для нас, дзяцей іхніх. Уваскрасіў Езуса, як і напісаў у другім псальме: «Ты сын мой, я Цябе сёння нарадзіў». Гэта Слова Божа. Дякуємо Пану Богу. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Благаслаўляць буду Пана ва ўсе часы, хвала Яго заўсёды на маіх вуснах. Панам будзе ганарыцца душа мая, няхай чуць гэта пакорныя, няхай весяляцца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Узвялічвай Пана са мной, будзем узвышаць імя Яго разам. Я шукаў Пана, і Ён пачуў мяне, і ад усіх пагрозаў вызваліў мяне. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Гляньце на Яго і прасвятліцеся, і твары ваши не спазнаюць сораму. Вось няшчасны паклікаў, і Пан яго выслухаў, і ратаваў яго ад усіх ягоных бедаў. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Анёл Пана аберагае тых, хто яго баіцца, і вызваляе іх. Пакаштуйце і ўбачце, які добры ёсць Пан, шчаслівы чалавек, які на яго спадзяецца. Ад усіх пагрозаў Пан вызваліў мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За іх я пасвячаю сябе, кажа Пан, каб яны былі асвяшчаныя ў праўдзе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тебе, Пане. Jezus сказал своим учням: «Нехай не тревожится сердце ваше, верьте у Бога и у меня верьте. У доме Отца моего шмат святлиц, а коли б так не было, ти сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, знов приду и заберу вас до себе, коли б вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже ему Томаш: «Пане, не ведаем, куды идешь. Як же можем ведать дорогу?» Сказал ему Иисус: «Я дорога и правда и життя. Ніхто не приходить до Отца інакш, як тільки праз мене». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Похвален Иисус Христос. Не знаю, как вы, но я уже по вам очень сильно соскучился. И уже каждый день не представляю без вас. Представьте, какие вы молодцы, да? Смотрите, давайте все вместе посчитаем и себе припомним, да, нашу хронологию. Сначала в пятницу пришли на репетицию, да? Пришли в костел тоже, да? Пришли потом в субботу на первую споведь, да? Потом в воскресенье была у нас первокоммуния. И вот смотрите, и сегодня у нас уже какой день нашего белого дня? И все вместе, сколько мы уже дней ходим в костел с вами каждый день? 8. Поэтому, дорогие дети, желаю вам, чтобы через вот эти вот наши встречи, да, то, что вы приходите каждый день сегодня сейчас в костел на белый день, да, через ваше, то, что вы приходите, да, с вашими чистыми сердцами, да, чтобы укрепляла ваша связь и дружба с Паном Иисусом. А как вы думаете, что такое настоящая дружба? Что это такое? Дружба, когда люди, два человека знают друг друга очень хорошо, они всегда помогут тебе. Хорошо. Они знают друг друга очень хорошо и готовы прийти на помощь. Хорошо. Эти люди доверяют друг другу. Хорошо. Дружба строится на доверии. Хорошо. Какая еще дружба? Ну, надо тебе встать, я не дотянусь за тебя. Когда вы гуляете вместе. Хорошо. Когда проводите время вместе. Отлично. Хорошо. Когда вы сможете помочь друг другу в трудных ситуациях. Хорошо. Дружба, когда вот мы приходим с помощью, да, в трудной ситуации. Хорошо. Когда друг может помочь. Ну, помощь тоже хорошо. А что еще такого, может быть, важного вы забыли упомянуть в дружбе? Дружба — это не просто на что-то, это то, когда друг может себя всегда выручить. Ну, хорошо. А может быть, что-то еще забыли важного такого упомянуть? Люди друг друга уважают и любят. Хорошо. Уважение и любовь тоже отлично. А что еще? Когда им весело друг с другом. Хорошо. А когда перестают быть с другом, тогда что? Из-за чего? Чаще всего? Как вы думаете? Когда не общаются. Когда не общаются. Отлично. Недопонимание. Отлично. Недопонимание. Хорошо. Когда предают. Когда предают. Хорошо. Когда ссорятся. Когда ссорятся. Отлично. А как вы думаете, а можно ли поругаться и перестать дружить с Паном Иисусом? Ну вот тут недавно, что было пару таких мнений, да, то, что дружба перестает
существовать, да, дорогие детки, когда мы перестаем общаться. И, наверное, так и у большинства людей взрослых, да, в жизни происходит о том, то, что они забывают о Пану Иисусе, не общаются с Ним, не молятся, да, не приходят на встречи к Нему, да, евхаристическому в костел, и они забывают о дружбе. Хоть Пан Иисус, да, Он всегда, да, нас ждет и всегда с нами дружит, да, всегда с нами общается каждый день в нашей жизни, да. Самое главное, что Он нас любит и не предает. Хорошо, дорогие детки, такой, наверное, будет сложный к вам вопрос, да. Что такое обещание? Кто мне подскажет? Что такое обещание? Чтобы что-то сделать. Хорошо, чтобы что-то сделать, хорошо. Что еще может быть таким у нас обещанием? Когда мы говорим, просим что-то сделать. Хорошо, когда мы что-то просим сделать, да? Когда друг тебе говорит какой-то секрет, ты обязан его сохранить и никому не рассказать. Хорошо, такое обязанность, да, что-то сохранить. Что еще такое обещание? Договариваешься с человеком о действии, а потом его делаешь. Хорошо, договариваешься о каком-либо действии и его выполняешь. Хорошо. Обещаешь человеку, что ты, например, поможешь ему. Хорошо, обещание. Когда тебя он просит что-то сделать, а ты это не можешь, говоришь потом сделаю. Ну, типа, как обещаешь, что потом сделаешь. Хорошо. А часто ли вы в своей жизни обещаете или нет? Хорошо. Понятно то, что вы обещаете, да, например, хорошо себя вести, да, хорошие оценки получать, да, обещаете, например, не вредничать, да, например, не обманывать, не лениться, да, либо же, например, мама, я там тебе обещаю, там в телефоне долго сидеть не буду, да, а сам под одеялом сижу допоздна в телефоне. Бывает такое? Надеюсь, будет меньше. Так вот, дорогие детки, сегодня я вас всех познакомлю с такой молитвой, да, которая берет свое начало от очень давным-давно. И эта молитва берет свое начало с 1673 года. И такая, скажем так, молитва, да, обязанность, которая, скажем так, идет от Пана Иисуса, да, через одну святую. И Пан Иисус нам обещает через, скажем так, эту молитву, через эти обязательства очень много нужных нам ласк для нашего спасения, да, здесь на земле. Но и самое главное о том, то, что мы с вами, дорогие детки, да, будем иметь жизнь вечную, да, и нам будет дана ласка не умереть в тяжелых грехах. А вы у нас, как после первой коммунии, да, давайте себе вспомним, что такое тяжелый грех. Это что? Что такое тяжелый грех? Да, это отдаление от Пана Бога. Ну, само собой, а конкретнее? Давайте мы вспомним, что такое тяжелый грех. Когда кого-то убил. Ну, это хорошо, примеры, да? А давайте вспомним определение. Что же такое тяжелый смертельный грех? Когда ты делаешь грех и не рассказываешь вспоминальный, и ты это делаешь каждый день. Хорошо, грех, который, скажем так, у нас как пример, да, привел уже какая-то зависимость, да, постоянный. Хорошо, а давайте вспомним определение. Что же такое тяжелый смертельный грех? Кто помнит? Грех – это когда ты делаешь его осознанно. Хорошо, осознанно и как еще? Нарушаешь 10 Божьих заповедей, наверное. Ну, само собой, мы грешим, да, мы нарушаем 10 Божьих заповедей, да. Скажем так, тут было осознанно, и мы забыли добавить «и». 5 костельных наказов. Само собой.
и Добровольно. правильно, осознанно и добровольно, да? То же самое, например, когда вот мы, например, захотим покрасоваться перед подругой, либо же другом, да, и будем, например, ругаться матами, да, то, соответственно, это уже будет у нас осознанно и добровольно, да. Либо же, например, бывает так, то что я, например, пойду в магазин, да, например, в себе в корзинку наберу одного товара, да, а бывает так, что что-нибудь спрячу себе в карман и мимо кассы так пройду, да, и то же самое будет тяжелым грехом. Либо же я буду постоянно обманывать маму и папу. Либо же, например, я буду обманывать учителя в школе, например, то, что я не сделал домашнее задание, потому что мне было плохо, я болел, либо же я забыл это выполнить. То же самое. Поэтому, дорогие детки, как вы думаете, на все это, что у нас есть с вами замечательная вещь, которая нашу душу очищает? Это что? Молитва. Молитва, само собой. А что такого очищает нашу душу? Споведь. Правильно, споведь, да? Давайте себе так представим, да? Когда нам, например, в кроссовок, в ботинок, в туфель, да, попадает маленький камушек, да, мы идем, и что нам получается? Неудобно, да? Мы давай быстрее его вытряхиваем, чтобы нам было комфортно, да? И вот представьте, да, мы этот камушек не выкинули, да, и тогда уже что? Появляется ранка, либо же мозоль, да, и потом мозоль лопает, нам болит, долго заживает. Итак, дорогие детки, таким камушком является грех для нашей души. То, что он приносит такой дискомфорт, да, порой причиняет такую боль нам и нашим близким, да, а в первую очередь для вас близкие, дорогие детки, это ваши родители, да, через ваше непослушание и тому подобного. И тем самым, да, нам нужно идти до споведи для того, чтобы очистить нашу душу от греха, да, и очистить эту душу, скажем так, от такого камня, чтобы нам было легче идти по жизни в связи и дружбе и единстве с Паном Иисусом. И поэтому, дорогие детки, сегодня каждый из вас, да, получит на конце мши такую карточку, такие обязательства, да, участие в 9 первых пятницах месяца. Это такое обещание, да, которое дает нам Пан Иисус, да, в котором говорится о том, что если мы их выполним, то, безусловно, мы получим много ласк Божьих для нас. Ну и самое главное о том, что нам будет дана ласка, что мы с вами, когда будем уходить с этого света, к нашему Богу-Творцу, да, соответственно, мы с вами не умрем в состоянии тяжелого смертельного греха. И поэтому, дорогие детки, нужно помнить о том, что это 9 раз подряд, бесперерывно, да, мы должны с вами будем прийти к исповеди. Самое главное чтобы мы с вами осознавали нашу греховность, чтобы мы, самое главное, осознавали о том, что мы должны тренировать нашу совесть, ну и самое главное о том, чтобы мы приходили и очищали нашу душу от грехов. И также тоже нужно помнить о том, что это 9 пятниц подряд беспрерывных. Соответственно, и самое главное о том, что не только посповедаться, да, но и также в этот день принять святую коммунию. Либо же, например, у нас бывает так о том, что, например, мы можем прийти на день раньше посповедаться, а в этот день принять святую коммунию. Бывают, например, такие ситуации, что, например, мы заболели, да, и как вы думаете, что делать? Вот мы заболели, да, и чтобы 9 первых пятниц нам не пропускать, то что мы должны делать? Сказать, как позвали ksiądz,
Ну, это все сделать. Очень хорошо, да. Можно, например, пригласить ксенза домой, чтобы он нас посповедал. А что еще можно сделать с такого? Да. Хорошо. А что еще можно сделать, как думаете? Ходить в костел. С больному, температура 30. Хорошо. Кто еще подскажет мне? Вот мы больные, обходим 9 первых пятниц месяца, да, и... Можно не пойти на имшу, а потом опять же начинать заново ходить. А вот представь, например, я обошел уже 6 первых пятниц месяца, я заболел, пропустил, и заново начинать. Дорогие детки, бывают такие случаи, да, когда, например, мы из-за болезни не можем прийти посповедаться, да. Соответственно, мы можем в этот же день, когда выздоровели, да, мы в этот же день идем до споведи, да, и ксензу говорим о том, что я болел, и тогда в этот же день мы приходим и исповедуемся. Договорились? А теперь встаем и продолжаем дальше молиться. Праз заступництва святого Андрея Баболі, святара і мученика, який з великою отданностью працював на наших землях, для збавлення душ, узнесем до Бога наши просьбы. Молимся за костел на Беларуси, каб непохисно обвящение Божьего Слова и закликал усіх до едности у Христе, не тратила надеи у житті християнов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тих християнов, які не приймають святих сакраментів, каб яны не отдалились от Христа и здолели принять Его любовь. Тебе просим. Молимся за земляробов нашей країни, каб народ, користаючийся їхньою працею, платив їм пошаною і удячністю. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Помолимся за христианские семьи, каб яны были сапраўдным узором христианского життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся у гэтай святой імши, каб Пан Бог прыняў у свое владарство святой памяти Зофью Дубицкую и Владимира Романенко у 10-ю годовину пасля его смерти. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Помолимся за нас тут присутных, каб мы засталися верными христианским традициям нашего народа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, прими наши молитвы, які до Тебе узносим и учини, каб мы, умацованы заступництвом святого Андрея Баболі, отважно обороняли Божию правду и верно виконували Твои заповеди. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Номер 6. Тобі ахвярую, Пане мой, все мое життя, і тепер я Твой назаўсёды. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Тебе ахвярую, Пане мой. В это мое сердце погляди, Ты любовь моя одиная. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прийняв Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Всемогутний Боже,
Прими збавенную ахвяру, яку мы Тебе складаем во вспомин святого Андрея Баболи, и спаши Твоему костелу дар едности и супокою, прас Христа Пана нашего. Пан с вами, С Духом Твоим, угору сердцы. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутны, вечны Божа, Ты узвеличиваешь себе у хвале Твоих святых, а у их мучеництве проявляется Твоя дивосная могутность. Ты ласкаво спасываешь им полымянную веру, умацовываешь их мужность, даешь перемогу у змаганий праз Христа, Пана нашего. Там у неба и земля спевают Тебе новую песню хвалы. Мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просим Цябе, освяти гэта росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб и падзяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся у хвале. Успоминаючи смерть и змертвый повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Себе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его у любови разом с папом нашим Леоном XIV, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзею на воскрешение, про Зофью,
Уладзіміра і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Андрэем Баболяй і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас до всякого злого, да ласкавостью покою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольны от греху и захованные от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заусёды буде с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a daruj nas spokojem. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленный, покликаний на вечеру ягоную. Пане, не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. U drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twe zmiłowanie, czekam na Twe zmiłowanie, który pod osłoną chleba
zakryty, lecz prawdziwy. W tym najświętszym sakramencie, w tym najświętszym sakramencie z nieba stała w tym momencie, z nieba stała w tym momencie. Jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, gdy chleb w ciało swe przemienił, gdy chleb w ciało swe przemienił, a nam pożywać zostawił, a nam pożywać zostawił, ażeby nas przez to zbawił, ażeby nas przez to zbawił. Święty, mocny, nieśmiertelny, święty, mocny, nieśmiertelny, w majestacie swym niezmierny, w majestacie swym niezmierny. Aniołowie się lękają, aniołowie się lękają, gdy na Jego twarz patrzają, gdy na Jego twarz patrzają. Wszyscy niebiescy duchowie, wszyscy niebiescy duchowie lękają się i królowie lękają się i królowie. Niebo, ziemia, ani morze, niebo, ziemia, ani morze, pojąć, co jest, Bóg nie może, pojąć, co jest, Bóg nie może. Żaden z wojska anielskiego, żaden z wojska anielskiego nie dostąpi nigdy tego, nie dostąpi nigdy tego, czego człowiek dostępuje, czego człowiek dostępuje, ciało imuje. Numer 3. Jest jedno imię drogie mi, najdroższe w świecie tym. Muzyką słodkie to imię brzmi, pisane w sercu mym. On pierwszy ukochał mnie, sercem kocham Jezusa. To Jezus mój Zbawiciel Pan, to o Nim śpiewa
nazwać chcę. On nam zbawienie wszystkim dał, miluje także Cię. Sercem kocham Jezusa. On pierwszy ukochał mnie. Молимся. Умацованы дорожайшим телом и кровью Твоей, просим Тебе, Пане Иису, капра заступница святого мученика Андрея, згубленные овечки вернулись в одну овчарню и умацовались этим збавенным посилком, які живи володарыш на веки вечные. Amen. Дякуємо всім за супольную молитву, а теперь высунем святейшего сакраменту и набоженство майовое. O Najświętejsza Hostia, веди нас до небесных брам, тревожать моцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у благодарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste poczuj nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca, Jedyny Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodzica, молися за нас. Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божой, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаганная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати найцудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися
за нас. Столица мудрости, причина нашей радости. Святыня духовная, святыня хвалебная. Святыня славная побожности, ружа мистичная. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных. Утешальница засмученных, успомога християнов, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, молися за нас. Королева паннов, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая. Королева ружанца святого, королева семьев. Королева с упокою, королева Беларуси. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Выслухай нас, Пане, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб мы сталися годными обетований Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трвалым здоровьем души и тела, и прославна заступниця святейшая завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и дарить вечную радостью, праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погорджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Анна хвалебная. Опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай.
oddawaj. O Pani, o Pani, o Pani nasza, opiekunka nasza, sucieszalnica nasza, Ty zastupnica nasza. Ty wieliczny sakrament, uszanuj ma szczyrą się, tracić moc staroje prawa, Bożo nowy zapowiedz, что нам rozum nie tłumaczyć, światło wiery przyniesie, Bogu wiecznemu u Trójcy, прославление и хвала, и Ojcu i Synu razem, Tworcu wiecznego życia, Duchu, что от их pochodzić, Dawcu wiecznego światła. Amen. Молимся. Боже, праз пасхальну таємницю Христа Ти откупив усіх людей, захови нас справу Твоєї милосердності, каб ми не спинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоилися тримати її пльон, праз Христа Пана нашого. Będzie cześć i chwała i proslawlenie Jezusu, cześć i podzięka wieczna, chaj będzie wieczna Jezusu, cześć i chwała, chaj będzie cześć i chwała i proslawlenie Jezusu, cześć i podzięka wieczna, chaj będzie wieczna Jezusu, cześć i chwała, chaj będzie cześć i chwała i proslawlenie Jezusu, cześć i podzięka wieczna, chaj będzie wieczna Jezusu, cześć i chwała. Wesel się królowo mila, bo ten, któregoś zrodziła, z martwych wstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Z martwych wstał Pan nad panami, módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja. Ciesz się i wesel się w niebie, proś Go za nami w potrzebie, myśmy się też tam dostali i na wieki
Хочу теж там достать.